После длительного перерыва в Сухумском ботаническом саду наконец-то появились первые посетители. Туристы с удовольствием фотографируются на фоне экзотических деревьев и цветов. Кажется, что эти вечно зеленые редкие растения уже заждались гостей и очень рады им. Пока что людей здесь немного. К 6 августа Сухумский ботанический сад посетили не более 50 человек. Уже второй раз в этом ботаническом саду, и потрясающие уникальные растения, которые здесь, которые, я знаю, что собраны тяжелым трудом ученых, привезены сюда, культивируются здесь. И очень приятно, что сохраняется, развивается и цветет все. Очень красиво, здорово. Только пришел, меня поразил фонтан, очень красивый. Ну, конечно, растительность, деревья, я сам не ботаник, но все очень-очень такое, то, что редко видишь, интересные все растения. Я был в Сухуми в феврале, просто не было возможности приехать, посмотреть ботанический сад. Сейчас вот ребенка взяли 3-летнего, хотим ему показать. Руководство Сухумского ботанического сада старается выполнять все предписанные санитарные нормы. Во время посещения объекта здесь рекомендовано носить маски и перчатки. Количество людей в экскурсионной группе не должно превышать 20 человек. Совсем недавно Сухумский ботанический сад посетили представители Роспотребнадзора. Пообщавшись с дирекцией сада и полностью осмотрев объект, они решили, что здесь все готово к приему туристов. Одно из самых главных требований Роспотребнадзора – соблюдение социальной дистанции. Поэтому у входа была расчерчена вот такая вот отметка социального дистанцирования. Ежегодно в сезон Сухумский ботанический сад посещают более 70 тысяч туристов. По словам директора Института ботаники Эдуарда Губаз, в этом году из-за длительного карантина объект потерпел колоссальные убытки. Август и сентябрь, может и октябрь, если хорошая погода будет, и туристы будут. Да, есть надежда. А так, конечно, мы огромные убытки несем. Вы понимаете, у нас в Абхазии зарплаты небольшие, а доплаты у нас возможности нет. Сухумский обезьяний питомник также в числе объектов, посещаемых туристами. Свою работу он начал 2 августа. По словам руководства приматологического центра, здесь хорошо подготовились к приему посетителей. Сегодня среди гостей питомника было немало детей, которые с любопытством рассматривали и угощали животных. Какая обезьянка больше всех понравилась? Большая. Обезьянки понравились тебе, да? Да. Кормить их понравилось тебе? А тебе, может, какая-нибудь обезьянка здесь понравилась? Обожаю обезьянка, сделала что-то с женой обезьянкой. Истосковавшись по людскому вниманию, животные с удовольствием принимают гостей. К 6 августа Сухумский обезьяний питомник посетили более 56 туристов. В Сухумском приматологическом центре обитают 600 обезьян различных видов. Ежегодно его посещают около 5000 туристов. Руководство центра и сотрудники прилагают немалые усилия, чтобы содержать питомник в надлежащем виде. Однако с каждым годом гостей здесь становится все меньше. И на это есть свои причины. Мы можем посетителей привлечь комфортностью. Современные туристы, они любят больше комфортности. Подъехал, спустился и посетил центр. Здесь немного очень сложно. Автомобильная дорога, только легковые автомобили могут подняться до верха. А большие группы организованные, где до 50 человек, они на автобусы сюда не поднимаются. Пешком подниматься это для пожилых людей. Да и молодые тоже не очень хотят сегодня ходить пешком. Сухумский обезьяний питомник и ботанический сад – одни из старейших и интереснейших достопримечательностей столицы. И если вы находитесь в самом сердце страны души, то обязательно не упустите возможность посетить их. Гугуца Вардания, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.